Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Олег Мыльников о самом главном за сегодня в ближайшие полчаса. Они внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне и продемонстрировали трудовой героизм нашего народа. Сегодня в Казани 14 заводов и фабрик республики получили звание предприятия трудовой доблести. Президент Рустам Минниханов лично вручил им дипломы в стенах Казанского порохового завода. Здесь прошло совещание по развитию татарстанской промышленности. Основная цель – обеспечить стабильную работу и развитие предприятий, отметил президент. Как это сделать, услышала Лина Зинатуллина. Республиканское звание предприятия трудовой доблести присвоено Казанскому авиационному заводу имени Горбунова. На КПО Горбунова каждые сутки производили по 10-12 легендарных П-2. Как и другие заводы и фабрики, они внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне и продемонстрировали трудовой героизм. Сегодня дипломы о присвоении звания предприятия трудовой доблести им вручил Рустам Минниханов. В истории нашей страны были непростые периоды. Мы всегда достойно принимали вызовы, добивались поставленных целей. Так, в годы Великой Отечественной войны значительный вклад в победу страны внесли работники наших промышленных предприятий. Новое звание появилось в этом году по инициативе президента. Награда вручается впервые. Среди ее обладателей Казанский авиационный и вертолетный заводы, моторостроительное производственное объединение, завод имени Серго, Зеленодольский завод имени Горького и другие. 14 предприятий, в том числе Казанский пороховой завод, где прошла церемония. Казанский государственный казенный пороховой завод. В годы войны здесь наладили производство снарядов для «Катюш», грозного оружия нашей армии. Также на фронт поступали заряды для зениток, гаубиц, морской артиллерии. За 4 года завод произвел более 100 тысяч тонн пороха. При этом на фронт ушли более 2000 работников завода, а за станки встали женщины и дети. Вроде щупленькие такие, не очень здоровые такие, как будто смотришь, щупленькие не мощные, а работали. Вот в мешке, полмешка вот этого пороха подними-ка ты... Туда перетаскай или туда кидай, потом его сортируют в эти. Здесь сейчас проходит обучение бывшие студенты, недавно закончившие вуз, все по специальности пороховой. Это уже современный учебный центр порохового завода. Виртуальные тренажеры позволяют отрабатывать разные производственные и нештатные ситуации. Здесь в этом году обучились более 2000 человек. В целом на предприятии почти 30% сотрудников – молодежь. Многие пошли по стопам родителей. Это у нас особая гордость, да? 80 трудовых династий, самая старшая, Руслан, 700 лет трудовой династии. А свыше 400 лет – 10 трудовых династий. На совещании о развитии промышленности президент напомнил, в стране принят ряд мер поддержки. Важно, чтобы она доходила до заводов и фабрик. Пока лишь 15 системообразующих предприятий республики из 40 подали заявки на льготные кредиты. 7 промпредприятий уже получили более 15 миллиардов рублей. Необходимо предприятиям активно использовать инструмент поддержки, отраслевым министерством, прорабатывать расширение перечня системообразующих предприятий. Все это в ручном режиме, ногами ходить, добиваться, доказывать и получать результат. Мы понимали, что вот эти финансовые скачки может стабилизировать только промышленность. Поэтому правительство нас поддержало, стратегии получили на преодоление операционных разрывов короткие кредиты. И те, кто на эти операционные кредиты рассчитывал именно как на короткое плечо, мне кажется, это правильная стратегия. Производителям нужно помочь и с импортозамещением, отметил президент. Предприятиям предстоит определить критически важные позиции и внести в федеральный перечень для получения поддержки. А в Татарстане есть хороший опыт. Нижнекамск нефтехим наладил выпуск катализатора для производства изопрена, заменяющий иностранные аналоги. Для реализации нового проекта важно, во-первых, восстановить собственные конструкторские бюро предприятий и, конечно же, более активно работать с научной школой, как в республике, так и Российской Федерации. Рустам Минниханов обозначил главную цель – обеспечить стабильную работу и развитие предприятий. Татарстан славен сильной промышленностью и традициями трудового героизма, которые, уверен президент, живы на предприятиях и сегодня. Лина Зинатуллина, Марат Саидгараев, ТНВ Казань.
Сегодня в Казани открыли барельеф Бориса Тихомирова. В церемонии принял участие Рустам Минниханов. Памятную доску установили на фасаде здания Гибра-НИИ «Авиапром» на улице Дементьева. Здесь ровно полвека и проработал Борис Иванович. Проектировщик авиационных сооружений самого молодого города Иннополис, а также знаковых объектов Казанской универсиады, ушел из жизни 2 года назад. Ему было 74. Его называли и называют генералом российской промышленности. Основатель и генеральный директор Казанского Гибра-НИИ «Авиапрома» всегда придерживался правила «жить трудно, не значит тяжело». Борис Тихомиров, заслуженный машиностроитель ТАССР, почетный гражданин Казани, был награжден орденом за заслуги перед республикой. Он был патриотом своего предприятия, патриотом республики, патриотом страны. Таких людей не так много. Это вот он был неким примером. Его дело живет. Я очень благодарен, что руководство института вышли с инициативой, вот эта мемориальная доска, она будет всегда говорить о том, что этот человек всегда вместе с нами. Пока память существует о этой инженерной школе, будет существовать и гордость, будет существовать авиация, будет существовать российская промышленность. Поэтому глубочайшая благодарность и мощнейшая память, мощнейшее наследование, которое мы должны проносить через себя каждый день. Следователи выясняют причины страшной трагедии в Альметьевске. Здесь из окна 9-го этажа выпала и погибла 1,5-годовалая девочка. На подоконнике оказались и ее 4- и 6-летняя сестра и брат. Если бы не прохожие, которые успели вызвать спасателей, жертв могло бы быть больше. Как позже выяснилось, родителей малышей в это время дома не было. Жители Татарстана шокированы этой историей. Сегодня появились и первые подробности. Почему не могли найти маму ребенка, где сейчас находятся дети и что именно проверяет прокуратура, выясняла Филюза Хамидуллина. Каусыря Мавлетбаева живет по соседству с той квартирой, где случилась трагедия. С 9-го этажа в одном из домов на улице Рената Галеева упала 1,5-годовалая девочка. Когда узнала, что произошло, говорит, не поверила. Семья, где погиб ребенок, переехала сюда в апреле. Они снимали 2-комнатную квартиру. Жалко, как даже слова не могу подбирать. Но иногда вот по лифту вижу уже, редко хожу, я уж неделю 1 раз выхожу. Лежащего на земле малыша увидели прохожие. Они вызвали экстренные службы. Когда приехали спасатели, выяснилось, в квартире были еще 2 маленьких ребенка, 4 и 6 лет. Они стояли у открытого окна. Дома взрослых не оказалось. С окна смотрели с балкона, как МЧС поднимался по лестнице и остальных детей. Нам постучала соседка с 9-го этажа. Спросила, у вас есть в доме дети? Мы не можем найти людей. Из ряда вон мне даже во сне приснилась внучка, 2,5 года у нас. Такой страшный сон, я даже хочу никому не рассказывать его. Я под впечатлением вообще всю ночь не спала. Здесь же много съемных. Здесь всех не запомните. Чуть позже родители вернулись домой. По словам правоохранителей, молодая семья месяц назад переехала из Узбекистана. На миграционном учете не состояла. В этот день оставили 3 детей без присмотра, хотя их мама считается безработной. Следователи не исключают, она могла подрабатывать неофициально. По следам трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Накануне было принято решение об изъятии малышей из семьи. Сейчас они находятся в социальном приюте. Несовершеннолетние дети были помещены в Альметьевскую городскую больницу. Врачами больницы был проведен осмотр. На время следственных действий было принято решение детей поместить в социальный приют Аксубаевского муниципального района. В настоящее время прокуратура города проводится проверка полноты действий всех органов профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будет дана принципиальная мера прокурорского реагирования. Сейчас правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия и узнать, почему семья не встала на миграционный учет. Если бы они подали документы в установленном порядке, им бы предоставили места в детском саду. Если вина родителей будет доказана, им грозит лишение свободы до 2 лет. Филюза Хамидуллина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.
В розничной сети лекарства в Татарстане в среднем подорожали на 2%. На некоторые препараты был повышенный спрос. Люди опасались, что лекарства исчезнут из-за антироссийских санкций. Поэтому сейчас во многих аптеках их не найти. Но это временный перебой. И серьезных проблем с поставками лекарств в Татарстане нет, заявили сегодня журналистам в Росздравнадзоре. Это ведомство сегодня контролирует наличие в аптеках 800 наименований жизненно важных препаратов и цены на них. Насколько они изменились за последние 2 месяца, с какими жалобами жители республики обращаются в этот надзорный орган. Все подробности у Юлии Гоголевой. Третью аптеку обошла сегодня Зубаржат Ахметова, чтобы найти противосудорожный препарат. Карбамазепин для сына выписал врач. Нигде нету. Выписали аналог, аналога тоже нету. Сложно найти и пульмикорд, говорят казанцы, хотя ажиотажа, как на другие препараты, на него не было. Эти перебои временные, комментируют ситуацию в аптеках. Ни один из производителей лекарств за последние 2 месяца с рынка не ушел и от исполнения контракта не отказался. Задержки бывают в связи с тем, что импортозамещение идет, и немного товар задерживается на таможне, и не в таком большом количестве, как раньше. Подтвердило нам это сегодня и руководство управления Росздравнадзора. Перебои с лекарствами бывают, но в республике делается все возможное, чтобы они были минимальными. Тоже занимаемся, знаете, переброской. Вот пациент написал, да, у меня нет такого препарата, я живу там в Нурлате, условно говоря, да. Мы работаем с Минздравом, мы работаем с Статехмедфармом, который имеет возможность перебросить препарат с одной аптеки в другую или просто повезти. То есть очень индивидуально решается. Такого вот решения мгновенного нет. Как мы видим, ажиотажа на лекарства в аптеках сейчас нет. В наличии есть и большинство препаратов, которые продавались раньше. Но цены, конечно, изменились. В среднем выросли на 2%. И, как нам сегодня заявили в Росздравнадзоре, это связано с увеличением расходов на транспортировку и хранение препаратов. Цены на жизненно важные препараты сегодня устанавливают на федеральном уровне. В регионах только оптовую и розничную надбавку. За последний год ее размер в Татарстане не поднимали. На сегодня эти показатели в Татарстане одни из самых низких в ПФО. Оптовая надбавка вот по республике Татарстан – это вот как раз 3 категории до 100 рублей, от 100 до 500 и свыше 500. Вот как мы смотримся среди субъектов. То есть ниже нас у нас почти что только 2 субъекта. Это Республика Мордовия и Чувашская республика. В аптеках республики сегодня продают и выдают около 38 тысяч лекарств. Препараты из списка жизненно важных на контроле Росздравнадзора. Таковых около 800, в том числе и инсулин. В последнее время диабетики отмечают, привычные им зарубежные препараты получают не всегда. Им предлагают российские аналоги. Российские инсулины, замечательные инсулины, то есть они полный цикл производства, локализован в нашей стране. Вот переход сам, он может быть действительно несколько болезненный, я с вами согласна. Потому что когда организм привык к одному инсулину, ему нужно перейти на другой, возможно, другая дозировка, возможно, другие способы введения. Здесь достаточно часто требуется стационарное лечение, ну, буквально 3-4 дня, когда эндокринолог переведет вас с одного инсулина на другой. Усилиями Росздравнадзора в Татарстане изъято с продажи 7 тысяч упаковок некачественных препаратов. Это всего 0,01%. Специалисты советуют покупать лекарства только в аптеках, а не с рук. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане 200 многодетных семей смогут бесплатно обследоваться на меланому. Пройдут диагностику жителей Казани и набережных Челнов. Акция «Меланома Стоп» стартует 16 мая. Пациенты в зоне риска получат паспорт кожи. По нему можно проследить даже мельчайшие изменения состояния кожного покрова, будь то появление новообразований или изменение родинок на теле. Дистанционно в акции может принять участие любой желающий. Нужно отправить фотографию подозрительного участка кожи на электронную почту онкологического центра республики. Медики констатируют, татарстанцы чаще всего обращаются к врачам уже на 2-й и 3-й стадии меланомы, когда процент летального исхода очень высок. Поэтому важна ранняя диагностика. Обычно об меланоме говорят как об образовании, о родинке, родинка в простонародье, которая имеет большой размер. Однако это уже 2-й и 3-й стадии меланомы. Сейчас стало доступно обнаружить меланому до 2 сантиметров. И, конечно, невооруженным взглядом это сделать невозможно. Это возможно только при помощи цифровой дерматоскопии.
Сегодня в Альметьевске презентовали новые «Газели», которые будут обслуживать городские маршруты. Их удобство первыми оценил глава района Тимур Нагуманов. Машина вместимостью 22 пассажира, есть специальные места для инвалидов. Работают на дизельном топливе, что делает их экономичными. Мини-автобусы отечественного производства, их собирают в Нижнем Новгороде, что позволит сэкономить и на запчастях. Пока на маршруты отправляются 8 машин. В ближайшее время поставят еще 10. К осени поступят и 10 новых троллейбусов. Напомним, городские автобусы не вышли в рейс еще в начале апреля. Перевозчик, компания «Апопат», отказалась работать на убыточных маршрутах. 200-тысячный город остался только с троллейбусами. Новые автобусы будут обслуживать в том числе и микрорайоны Урсала и ДСРК. Первый этап обновления общественного транспорта в городе. Всего в этом году мы планируем 3 этапа. Значит, закуплены были на средства, выделенные Республикой Татарстан. Мы меняем немножко схему работы общественного транспорта. Теперь у нас будет один перевозчик. Соответственно, вопрос того, что раньше друг у друга воровали пассажиров, пытались перевести у себя больше и так далее, он перестанет быть актуальным. Это повлияет очень, мы уверены, позитивно на то, что на качество, в первую очередь, перевозки. Общественники просят депутатов Татарстана отменить запрет на содержание домашней птицы и мелкого скота в городских поселках и СНТ. Разрешат ли дачникам и горожанам разводить кур и коз? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане открылся новый этап торгов в производственно-логистическом комплексе Food Green в Зеленодольске. Он разместился на территориях бывшего мясоперерабатывающего комбината Далькама. Почему вложение в пищепром сейчас выгодная инвестиция, узнаем из следующего материала. Этот комплекс разместился на площади почти 4 гектара. Здесь есть автономная система отопления, центральное водоснабжение, газовая подстанция, проведено электричество. Эти обустроенные площади продаются. В комплексе 12 производственных зданий, полностью готовых к эксплуатации. Поскольку имущество продается в рамках конкурсного производства, стоимость земельных и коммерческих площадей ниже почти на 50%, чем у аналогичных предложений в пределах Казанской агломерации. Участки можно использовать под многофункциональные задачи – пищевое производство и производство легкой промышленности, автосервис, склады и другое. Так, для пищепрома решен один из основных вопросов. Здесь уже готовое и вмонтированное в помещение холодильное и морозильное оборудование. Установлены камеры шоковой заморозки. Приобрести цеха и оборудование по ценам до кризисного 2019 года – выгодное вложение. Когда себестоимость строительства значительно вырастает, возведение с нуля такого объекта обойдется в разы дороже. Сегодня комплекс полностью функционирует, имеются арендаторы. Покупка имущества банкротов – один из самых безопасных способов приобрести интересный актив. Он максимально очищен перед продажей с юридической точки зрения. Проверенный банком и конкурсным управляющим. Будущим собственникам производственно-логистического комплекса Food Green, который разместился на территориях бывшего мясоперерабатывающего комбината Далькама, предлагается аналог технопарка. Его участники будут пользоваться услугами управляющей компании и всеми преференциями. Какую роль официальное принятие ислама в Волжской Булгарии сыграло во многообразии культур Поволжья и как отразилось на проживающих здесь конфессиях? Сегодня это обсуждали за круглым столом в Общественной палате республики. Участие приняли ученые, духовенство, представители министерств и Госсовета. Они анонсировали проведение международной конференции, посвященной юбилейной дате, которая пройдет в этом году. Говорили об истории принятия ислама и его становлении в России, а также отметили уникальное сосуществование ислама и православия на одной территории, что не раз отмечали и зарубежные эксперты. И Татарстан, и Россия, где многие народы, многие конфессии исторически сложили такую практику совместного проживания, когда взаимовлияние, взаимодействие рождают совершенно новое, что-то такое самодостаточное, как вот образ жизни, другой. И, на мой взгляд, он гораздо более современный. В
Казани продолжаются Дни чеченской культуры. Сегодня в Кремле открылась выставка Музея Чеченской Республики. Экспонаты впервые привезли в Татарстан. Больше 100 произведений живописи, одежды, ювелирных украшений, оружия, керамики. Предметов старины сохранилось мало, поэтому они имеют большую ценность, говорят искусствоведы. Вероника Гайнудинова познакомилась с культурой чеченского народа. Гостей встречает детский симфонический оркестр Чеченской филармонии. Открывают выставку сегодня министры культуры двух республик – Айшат Кадырова и Ирада Аюпова. Они отмечают, у наших народов много общего в духовной культуре. Культура – это та среда, это та живительное благо, которое позволяет нашим народам иметь будущее, идти вперед. Традиционные мужские и женские костюмы, ювелирные украшения, керамическая и медная посуда. На выставке больше 100 экспонатов. Чеченские войлочные ковры и станги с национальным орнаментом выполнены в технике цветной аппликации. Одни из самых ценных и важных для чеченцев – кинжалы. Эти 19-го, начала 20 века. Имена искусных мастеров даже выгравированы на клинках. У каждого мастера были свои особенности орнаментальные, которые он никому не рассказывал и передавал только, например, своему сыну. Кинжалы были очень богато украшены. Ценились как дорогой скакун или как хороший дом. И, естественно, это был символ статуса. С кувшином связана традиция знакомства и встречи у родника юноши и девушки. Хозяйка должна была натирать сосуд до блеска. Он вмещает 10-12 литров воды. Удивительно, как хрупкие, изящные чеченские девушки могли носить его на плече. Работы чеченских художников выполнены в разных жанрах и стилях, от академизма до авангарда. Развитие живописи в Чечне началось в советское время. На выставке представлены и современные авторы. Для чеченских художников излюбленным жанром является пейзаж, но здесь вот мы видим такую композицию, которая называется «Беседа». Второе название этой композиции «Мавлид» – это работа известного современного чеченского художника Саида Пицираева. В этом году в Чеченской Республике в феврале успешно прошла выставка с музея-заповедника «Коран. Притяжение гармонии». И эта выставка пользовалась очень большой популярностью у наших посетителей. И сегодня, продолжая дружбу, которая у нас сложилась с Татарстаном, мы впервые представляем нашу выставку. Проникнуться историей и культурой чеченского народа можно в Казанском Эрмитаже до 13 июня. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. О культуре министры двух республик сегодня говорили и отдельно. Ирада Аюпова и Айшат Кадырова отметили, проведение Дней чеченской культуры в Татарстане только начало сотрудничества. За круглым столом обсудили развитие национальных театров, изменения в сфере культуры, которые привнесла пандемия, сохранение культуры и языка, проведение совместных мероприятий. За теплый прием делегации и оказанную поддержку в организации глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Рустама Минниханова. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте. «Я рад, что наши регионы связывают не только дружеские, но и деловые отношения, которые крепнут и расширяются с каждым днем. Мы многому у вас учимся», написал Рамзан Кадыров. Он также выразил уверенность в огромном потенциале для сотрудничества между республиками. И сегодня артисты Грозненского драматического театра представили казанцам свою постановку «Волки». Спектакль по пьесе Мусы Ахмадова рассказывает об одной из печальных страниц в истории чеченского народа – насильственной депортации. С тех пор прошло 75 лет, но боль, которую пережило старшее поколение, до сих пор жива в сердцах их потомков. Впервые пьеса «Волки» была поставлена в Париже в 2003 году. Режиссер спектакля Антон Понаровский. Ты что собираешься делать? Принести снег, скипятить воду, нутро согреть. В Казани аншлагом завершилась премьера цирка гигантских фонтанов. Зрители погрузились в мир волшебных иллюзий, фокусов и слияний двух стихий – огня и воды. Шоу воды, огня и света завораживает зрителей с первой секунды. Под куполом казанского цирка созвездие талантливых артистов самых разных жанров. Парящая гимнастка, акробаты на колесе смелости и те, что держат партнера зубами. Невероятные трюки жонглеров со шляпами и любящие овации животные. Уникальность этого шоу в том, что, во-первых, это авторская постановка многих номеров, и вы в первом отделении уже это заметили. И каждый артист, он находится в топе своего жанра. Сложный трюк – это у нас зубник, когда
Я держу партнершу в зубах, Катю, а она висит в одной пятке. И там нужно не шелохнуться, чтобы, не дай бог, не сбить. И ассистент у нас то же самое, он не должен нажать в этот момент кнопку ни вверх, ни вниз. Это труд, это каждый день репетиции, чтобы добиться этого. Одно легкое движение, и девушка повисла в воздухе. На арене настоящий маг и волшебник Анатолий Сокол. Огненными мечами он прокалывает бочку с 2 ассистентами внутри, заставляет бить гигантские фонтаны, словом, бросает вызов законам природы. Очень много экспериментировали и изобретали для этого проекта. Вот где мы стоим, у нас 50 тонн воды. Сверху у нас около 8 тонн оборудования. Купол цирка казанского не видел столько спецэффектов, сколько сейчас у нас здесь. В нашей программе есть то, что нет в других программах. И нашу программу стоит хоть один раз посмотреть. На арене Анатолий Сокол работает с сыном. Номер, где скованный цепями артист оказывается в воде, задерживает дыхание на 3 минуты и волшебным образом освобождается. Репетировали годами. Год мы сначала изготавливали сам вот этот трюк из оргстекла, заказывали на заводе. И год сначала мы с отцом вместе репетировали, задерживали дыхание, специальные нас мастера обучали. Гастроли цирка гигантских фонтанов начались. Все волшебство вы можете увидеть и в ближайшие выходные. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. И в завершении выпуска предлагаем посмотреть на счастливое семейство лемуров, которое живет в Казанском зоопарке. Недавно у них родились замечательные двойняшки. Здравствуйте! Погода в республике продолжает оставаться неустойчивой, а все благодаря атмосферным фронтам, сменяющим друг друга. По данным сервиса Яндекс.Погода в пятницу в Бугульме, Вавлах, Азнакаево показания термометров вновь понизятся – плюс 10. Погода будет неустойчивой, пройдут дожди. Не обойдется без осадков и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Атмосферное давление из-за влияния циклонов остается пониженным. Такая погода может негативно сказаться на вашем самочувствии. Пожалуйста, берегите себя. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше тепло, до плюс 14, но ветрено и местами с дождем. В Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность. В первой половине дня синоптики обещают дождь, а во второй прояснится, но ненадолго. В ближайшие дни снова ожидаются осадки. В Болгаре, в Држаном, Буинске облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, температура выше, чем в других районах, до плюс 16. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше сохраняется умеренно теплая погода, местами с дождем. В субботу также не обойдется без осадков, температура существенно не изменится. АО «БТИ РТ» проводит мега-розыгрыш подарков в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ до 19 мая 2022 года. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает: пора начать лечение в «Доктор Ост». С помощью новейших технологий «Доктор Ост» создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходит боль и скованность движений. «Доктор Ост» – лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций.
О погоде в столице. В Казани переменная облачность, в первой половине дня местами дождь. Ночью +7, а днем воздух прогреется до +14. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, а влажность воздуха 79%. В магнитном поле Земли спокойно. В ближайшие дни неустойчивая погода сохранится с температурным фоном на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!